Если, садясь в автобус, рассчитываете расплатиться 10 рублями, приготовьтесь доложить еще 3. С 20 августа цены на проезд в общественном транспорте повышаются. Решение об изменении тарифного плана в правительстве было принято с учетом инфляции цен на запчасти машины горючие. Увеличение, конечно, если посмотреть по соседним субъектам, они будут незначительны, потому что, например, взять, если автобус городской, который у нас есть, если он стоил, например, 10 рублей, то он будет сейчас стоить 13 рублей. Это с учетом всех сопутствующих вот этих мероприятий, которые мы выполнили в рамках действующих требований по приказу Минтранса России и действующих нормативных актов республики. Если говорить о микроавтобусах, тоже городского класса, если они стоили 13 рублей, то они будут стоить сейчас 15. 3 или 5 рублей сумма, конечно, незначительная, но для пассажиров, которых общественный транспорт – единственное средство передвижения, оно ощутимо бьет по карману. Тем более, когда ездить приходится с пересадками. Студенты ж болчаны, болхучаны, кез зарплат болчаны, халхуды, шоферишты, халмади, косак, пысак, ицак вахж, дай ух, 10 рублей мадать. Это же все надо регулировать, правильно же? Так шоферишты дешевле войн, шоферишты халахуды худети, зарплат даст, у них тоже семья. Ну, конечно, негативно отношусь. Это не только я, все у нас так. Людям тяжело, и мы и так оттуда ездим, да. Здесь 10 рублей да, а еще добавят, наверное, говорит людям, и студентам, тем более студенты у нас много ездят, им тяжело будет. Казалось бы, новость о поднятии цен на проезд первым делом должна была обрадовать самих водителей общественного транспорта. Но, как ни странно, есть и те, кто не согласен с новой тарифной политикой. Наша зарплата остается, какая была, такая и остается. Не один год, а все время. Это только бьет по пассажирам. Изменения в тарифном плане коснутся и межрегиональных маршрутов, но здесь прерогатива остается за самими перевозчиками. Какую плату установить за проезд, определяют в самом транспортном отделе. Согласно статьи 8 220 федерального закона, регулирующего всю пассажирскую деятельность Российской Федерации, полномочий по утверждению тарифов в межрегиональном сообщении, например, Назрань-Москва или Назрань-Кисловодск-Грозный, уже передается, прерогатива передается перевозчику. То есть данный тариф уже республика на своем уровне не регламентирует, а уже сам перевозчик устанавливает тарифы и устанавливает их в пределах рентабельных тарифов. Недовольство людей оправдано, но постановление правительства о поднятии тарифов на перевозку уже подписаны. Райдат Халухоева, Рамазан Мержоев, Новости 24.